надо писать. Естественно, он не придет. Вот естественно. Вот слово естественно. Естественно, слово табилый. Табилый. Можно, смотря, то есть вы можете сказать, естественно, он не придет. Он не придет, естественно. Но он, естественно, не придет. Табилый. Табилый. Не придет. Ну, здесь употребляется как бы немножко другая форма. Кельмей-иде? Имес. А кельмей-иде, вот это какая? Или был кельми. А иде не стоит. Кельмей-иде, что ли? Нет, кельмей-иде. Нету. Есть такая, нет по смыслу. Так, следующий. Теперь мы зададим вопрос. Ты прочитал этот том хотя бы? Там 4 тома сопромата. Прочитай, да. Том, по-моему, ранее, но это было в прошлом году, да? По-татарски Жильд. Жильд. Нет, вообще. Мягкий знак же не ставится в татарском. Или она мягкая. Если она идет. Жильд. То есть этот том хотя бы, ты прочитал этот том хотя бы. То есть этот мягкое же. Да. То есть это чего? Жид. Потому что присутствует указательное местоимение «му». Симбужи. Жид. Можно. То есть можно или после син поставить. Син чмасан. Бузи. То есть как угодно можно. Ты хотя бы этот том прочитал, или ты этот том прочитал хотя бы, то есть по-разному можно поставить на данное слово. Нет, укодамна. Н с хвостиком. Укодам. То есть ты же, да? И вопросительная частичка у нас мы или не. Укодам. Мы.
Укудамна ишмаса. Если укудамна ишмаса, после укудамна ставится запятая ишмаса, получается обособленная модальная связь. Значит, можно там соединить какую-то классную между Т и Р? Нет. Потому что это не, во-первых, это не глагол, во-вторых, это не какое-то там вот обозначение принадлежности, да, а это просто склонение. То есть жильд, жильднен, ну вот, если мы распрягаем это слово, да, жильд, следующий какой? Ваш килеш, а там Илиш. какой килеш? Илиш. Килеш, поддержка. Илиш ты не пойдешь? Килеш. А, тогда я Килеш, потом все поддерживает, склоняет. Или. Вот так смотрим. Да? Или. Електиш, то есть А, нет. принадлежность, да? Жильднен. Дальше. Жильдан. Шеваш килеш. Жильден. Почему закон синхронизма не действует? Потому что это заимствованное слово. Дальше. Тушим килеш, да? То есть на кого падает действие? То есть что мы делаем? Вот мы с этим словом что-то делаем, да? Мы жильдне. Жильдне. Дальше. Винаришкилеш, то есть куда? Жильдке. И дальше. Урым вакыткилеш. Жильдте. Поэтому чего? То есть действие падает же на слово том, то есть вот в этом режиме. Поэтому мы ничего не вставляем. Куда мы? То есть мы его просто послоняем, нужно ставим. То есть у всех заимствованных слов в аффиксе согласное будет меняться на либо глухую, либо звонкую. Нет, она вот как идет, так и идет. То есть вот как она заимствована, так она, то есть закон сингармонизма может, ну закон, как сказать-то, если бы это было, допустим, четко татарское слово, да, то оно бы вообще бы поменялось бы на Т, Д. На Д. На Т. Жильд. И была бы сдвоенная, да? Нет, почему? Было бы жильд, жильд, Т, жильд, жильдке, жильдте. Но поскольку это заимствование, то есть оно вот так вот пишется. Можно стереть. Ты, так, у нас, конечно, у нас было. Ты, наверное, написал это сочинение. Наверное, здесь. А вы можете тетрадку взять? Наверное, можно, вот, допустим. То есть это возможность, вероятность, допустим.
Бельки можно назвать. Слово. Ты, наверное, Син, бельки. Вот это, оно, наверное, тут тоже обособлено, да? Относительно языка. То есть оно с двух сторон обособлено. написал. Я написал это в конце. То есть сейчас нас заводит это сочинение. Бу. Это, да? Сочинение. Сочинение по-татарски инша. Диктант Библия. Инша. Бу. Инша. М. То есть это ширкиш. Инша. Инша. Мы. Пишем. Это заимствованное слово, то есть закон здесь как бы синхронизм, собственно говоря, не действует. А поскольку стоит бу, то мы пишем винительный падеж полный, то есть иншамы. Вот так, да? Да. Иншамы. То есть все, теперь слово пиши, это слово яз. Поскольку написал, это у нас прошедшее время, а слово яз, от повелительного наклонения, мы образуем форму на ул прошедшего времени. Чего добавляем? Добавляем ты. Яз, язды. А потом добавляем туда аффикс лица. То есть ты же написал. Язды это он написал. А как написать ты? Да. Яздын. И добавляем к этому глаголу вопросительную частицу. Мы или не. Какую здесь добавляем? Мы. Яздын, мы. Она пишется слитно. Стоп. Подождите, у нас предложение какое было? Ты, наверное, написал сообщение? Вот, ты, сообщение, наверное, да. написал. Вот там можно, нет, не надо больше ничего вставлять. Можно вставить дыр. Симбель и бу иншану яздындыр. Можно, так сказать, яздын можно оставить. Здесь существует такая тонкость, да? Здесь употребляется неопределенное прошедшее время, то есть ван кен, потому что мы же сами не видели, мы не были свидетелями, что он написал. То есть форма, это тоже можно. Симбель бу иншана, добавляем к яз, добавляем пан, язван, сын или сындыр. Мы в прошлом году с вами проходили у нас как бы такой более солидный курс. Читался, то есть там как бы все времена мы прошли. В этом году мы все прошедшие времена мы правильно взяли основное. То есть настоящее время основное, прошедшее время основное, там не осложненное ничем, и будущее время определенное, неопределенное. То есть неопределенное прошедшее время, там, навран ген, да, симбельки, бу, шана, язвансан, или там язвансан дыр. Но с дыр это будет нестройно, потому что уже есть дельки. Зачем нам дыр? Син, бу, син, дельки, бу, иншану, язвансан. Уже этого достаточно. Язвансан можно написать. Правильно. Нет, сын. То есть вот для примера, то есть мин курьянна это немножко не есть правильно, да? Мин курден, потому что я видел, да? А если там вот там ты видел, да? Син
Если мы точно знаем, что он видел, мы как бы син курден. Но если мы как бы с его слов только знаем, то син курген сен. Вот употребление вот этих прошедших времен, да? Дальше там еще более неопределенное син курген идем и так далее, и так далее. Здесь просто мы пока это все не осложняем. Important новогодний праздник, чтобы у них самооценка до Нового года была. Так. Есть вероятность, что я пойду. Давайте такое предложение напишем. Есть вероятность, что я пойду. Ну, я пойду. Сразу пишем. Бар, да, пойду. Бар. Вы хотели приду написать, можно приду написать. Значит, поскольку это идет о каких-то предстоящих событиях, и мы не точно говорим, что я пойду когда-то, да? То есть мы берем какое? Мы берем будущее время, но будущее время какое? Неопределенное. Определенное время, то есть бараща.